Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Мама – это самое красивое слово, произнесенное человеком. Мама – это человек, который может заменить всех, но ее никто и никогда заменить не сможет. Наша передача посвящается Международному женскому дню. Этот праздник всех женщин, ставших творцами истории. И все же в первую очередь в современном обществе Международный женский день – это праздник весны и внимания к женщине, когда представители сильной половины человечества могут еще раз порадовать своих любимых и родных женщин подарками и заботой. В Джугурку-Кенеше в рамках форума женщин-депутатов была организована встреча женщин-руководителей бизнес-ассоциации Кыргызстана. Открывая встречу, председатель форума женщин-депутатов Джугурку-Кенеша Гюльшат Асылбаева от имени участников форума поздравила прекрасную половину с днем 8 марта. Затем обсудили тему диалога государства и бизнес-сообщества как механизм формирования государственной политики. Президент Ассоциации малых ГЭС Эльвира Борумбаева в своем выступлении рассказала о важной роли укрепления сотрудничества и взаимодействия женщин Кыргызстана во благо развития экономики страны. После был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между форумом женщин-депутатов и альянсом женщин-руководителей бизнес-ассоциаций. Завершилась встреча церемонией награждения почетными грамотами Джугурку-Кенеша и ценными подарками. Поздравляю всех женщин, лучшую часть человечества. Без них жизни нет, без них вообще вот на них держится земля. И это правильно, потому что все, что делается человечеством, это, во-первых, руками женщин. Благодаря женщинам сегодня мы имеем продолжение человеческого рода в целом, забота, материнская забота, забота жен, я думаю, это все олицетворение вот именно наших женщин, женщин нашего прекрасного Кыргызстана. Я всех вас поздравляю с наступающим праздником. Всем я хочу пожелать крепкого здоровья, успехов в работе, в ваших делах и в политике, и на производстве, где вы не работали. Вот, я думаю, что вы оправдаете надежды ваших избирателей и всех мужчин. С праздником вас! Женщине, мне кажется, даже столько слов не найти, сколько слов она достойна. И как мать, и как женщина, и как дочь, и как жена, и как сестра. Женщина — это действительно, мы не хотим говорить о том, что мы там лучше мужчин. Нет, конечно, но
тот вклад, который вносит женщина в сохранение мира, сохранение семейных ценностей, сохранение вообще гендерного равенства. Это очень большой вклад. И я думаю, вклад женщины вообще в устройство даже мира неоценим, потому что она является родоначальником жизни вообще. Я бы пожелала счастья, мира, любви, благополучия, крепкого здоровья, семьям мира, в мире, чтобы сохранилась стабильность, спокойствие. И этому всему действительно способствует женщина. Я отдаю честь и дань каждой женщине этого мира, потому что она заслуживает всех самых лучших слов. Женщина – это красота, это любовь, это счастье, это мир, спокойствие. Всем женщинам любви, добра, благополучия и исполнение всех самых сокровенных желаний, которые женщина может иногда и не может даже озвучить. Женщины, мы вас любим всех. И самое главное, женщина – половина мужчин. Ну, я немножко не согласна. Я думаю, женщина и мужчина – это одно целое, неразделимое. Спасибо вам. Слово вам. Разрешите тоже поздравить всех наших прекрасных женщин, не только Кыргызстана, но и во всех странах, которым вещаете вы, до которых доходит наш голос, с прекрасным весенним праздником, Международным женским днем 8 марта. Желаю всем прежде всего здоровья, успехов, самореализации, достижения всех своих поставленных целей, потому что каждая женщина – это отдельная история. Наши женщины очень ответственные, они очень сильны, они настойчивые, поэтому я желаю всего самого наилучшего, процветания и благополучия всем. И мы бы хотели поблагодарить наших мужчин, которые с нами рядом, которые защищают нас, которые оберегают нас, которые любят нас, заботятся о нас. Такое внимание от них получаем. Хотела сказать спасибо огромное Сооронбай Шариповичу за то, что он сохраняет мир в нашем Кыргызстане. Дастан Ахтизбекович, что он уделяет внимание действительно вопросам предпринимательства, очень важно. При нашем Турага создана хорошая, замечательная бизнес-площадка. Спасибо всем лидерам фракций, всем нашим депутатам, коллегам, всем мужчинам-бизнесменам, всем нашим особенно хотела бы огромную благодарность выразить правоохранительным органам за то, что вот недавно действительно, было немножко у нас, так скажем, недоразумение, какой-то там конфликт. И всегда они на страже интересов не только женщин, потому что мы можем только благодаря им спокойно спать. Мужчины наших погонах, вам огромный низкий поклон за нашу просто мир и спокойствие. За нашу просто, можно сказать, я даже не могу, как вот женщина выразить такие слова, она заботу, это благодарность огромная, вот потому что мы действительно не волновались, не переживали, зная, что на защите нас, слабых женщин, хотя мы пытаемся быть сильными, на защите слабых женщин стоят сильные на самом деле мужчины. Спасибо всем мужчинам нашего Кыргызстана. Огромное-огромное. От наших женщин, от форума женщин, от женщин-предпринимательств, от женщин городского Кенеша, от всех наших просто женщин, которые сидят дома и спокойно могут воспитывать своих детей. Спасибо вам, мужчины, большое-большое-пребольшое. Организовали форум женщин бизнес-структуры, бизнес-сфере и женщинам в политике. Это первый раз такой диалог идет. На самом деле нам приятно, потому что в городе, в Бишкеке, очень масса вопросов, которые можно бы поднять, потому что у нас есть законы, которые именно в нашем местном уровне не решаются, а нужно решать эти вопросы на уровне Джогорку Кенеши, потому что законотворческий орган это Джогорку Кенеш, и много получается, что у нас вопросов возникает. Поэтому сегодняшний был форум, это вот первоначальное зерна большого будущего. Мир становится лучше, когда есть женщины, и все начинания с женщинами доводятся до конца. И от всей души еще раз женщинам пожелаю, чтобы у них было крепкого здоровья, в доме было благополучие и благополучие в каждой стране. Какая женщина в какой стране живет? Мир на нашей планете.
женщинам, роль женщины в обществе. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, знаете, у нас президент Узбекистана вот последние 3 года придает очень большое значение соблюдению гендерной политики. Я уже сказал, что председателем Сената сегодня стал Нарбаева Танзила Камаловна, очень опытный работник, она сейчас возглавляет Сенат. И у нас во всех сферах женщины активно работают и полностью государством поддерживаются. И вот то, что в парламенте сегодня 32% женщины, это уже говорит обо всем. То есть гендерная политика у нас полностью соблюдается и создаются все условия, чтобы женщины полностью реализовали свой потенциал. И в сфере науки, и в сфере образования, и в сфере здравоохранения, и, естественно, в сфере бизнеса. Ну и, естественно, они как мать, дали нам очень воспитанное, хорошее, будущее для нашего Узбекистана. И Бальзак как сказал? Ну, слова Бальзака, это вы знаете о том, что будущее нации в руках матерей. Спасибо большое. И несколько слов, знаете, мы находимся накануне 8 марта. Ну, во-первых, я хочу поздравить с предстоящим праздником 8 марта всех женщин Киргизстана, всех женщин всех мира. Будущее нации в руках женщин. Поэтому я хочу поздравить женщин, пожелать самого крепкого здоровья, успехов во всех делах, и всех земных благ. Спасибо огромное. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Going down, I'll give up everything. The venom in my brain, running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once that I so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started to outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted, created a legacy off of me just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Сильная половина сотрудников ГУВД города Бишкек поздравила женщин, представительниц прекрасной половины человечества. Съемочная группа программы «Мост дружбы» также стала свидетелем, как супруги поздравили друг друга с Днем Колпака и с предстоящим 8 марта. Вы, наверное, будете поздравлять наших женщин. Урматтуу кыз келиндер, бүгүн
Биринчиден Акалпак күнүнө туш келип, кыздардын майрамны гууду көрүп бишкекке чакырып, атайы торжество менен ушу кыздарды куттуктаган экен. Биз ошолорго туш келип, половинкабызды алган медаль менен куттуктап, келинчегибизди куттуктап турган кезибиз. Биринчиден каалап кетер элем ушуларга дин соолук, өмүрлөрү узун болсун. Мынакей 60-тан ашып калдык. Ушул убакка чейин небередүү чөбөрөлүү болуп, ушул убакка алып келген биздин келинчектерибиз ушулар бар экен. Ушул акыбалга келип, ушулардын алган медалына кут болуп, биз сүйүнүп, ушул жерде бүгүн өткөзүп атабыз. Медаль дале тошто күйөөлөрү ушул полковникке чейин иштеп, жана офицер деген атайы мындай чыккан экен медаль. Ошону өзүбүздүн руководство гууду белгилеп, мурда бербей алган экен, алар чакырып, ушуларга достоин болгон үчүн чакырып берилди. Азыр burada kişilerin бардыгы полковникпи? Ушул жерде бардыгы полковник, отставкадагы, чоң кызматтарда иштешкен бардыгы, пенсияга чыгып, Кудай бурса, жакшылыгын көрүп атабыз. Это поздравление, конечно, от наших мужчин. Если не мужчины бы, откуда бы нам эти медали? Вот. Спасибо им. Но, конечно, достижения наши, большинство достижений наши, то, что мы, как сказать... Поддерживаете, вдохновляете. Да, поддерживаем, вдохновляем. И вот это вот наша заслуга. Ну, я желаю, конечно, с одной стороны, у нас праздник 8 марта. Я желаю женщинам, вот этим нам женщинам, всем женщинам Кыргызстана здоровья. Самое главное здоровье. Если здоровье, все будет. И благополучие в семье. Конечно, ветераны сейчас уже, чтобы были здоровыми. Сейчас у нас уже дети, внуки. Ну, как сказать. Ветераны всегда в строю? Да, ветераны всегда в строю. Вот это. Спасибо. Еще раз мы вас поздравляем всех. С праздником вас. Ой, спасибо большое. Ниргуль и Гульнара – соседки. Они обе отличные домохозяйки и всегда заботятся о благополучии дома. Они обе экономят семейный бюджет, но по-разному.
У каждой из них сегодня вечером будут гости. Но вернувшись, Миргуль обнаружила в своей пачке чая приличный недовес. А Гульнара уже уверенно ставит чайник. Миргуль бежит к своей соседке Гульнаре за чаем. И Гульнара с удовольствием делится чемпион Кения Сансет. Ведь чай чемпион Кения Сансет – это не просто хороший чай, а всегда правильный и точный вес в каждой пачке. Чемпион Кения Сансет всегда точный чай. Ученые Кыргызстана призвали к проведению международной конференции по вопросам таяния ледников, изменения климата и проблемам окружающей среды в Центральной Азии. В рамках этих инициатив в Бишкеке при поддержке фонда Оскара Салымбекова прошла конференция на тему «Центральная Азия. Регион вне военных действий», организованная Общественным экологическим фондом сохранения ледников. Представители научных кругов обсудили ухудшающуюся экологическую ситуацию в Центральной Азии, в частности, вопрос сохранения ледников. Участники конференции акцентировали внимание на факторе их таяния, что может спровоцировать дефицит водных ресурсов. Выступая на конференции, глава Общественного экологического фонда сохранения ледников МОНГУ Урустам Кабылбеков сообщил, что площадь ледников в Кыргызстане в последний период сократилась с 8107 квадратных километров до 6336 квадратных километров. Рустам Бey, сегодняшнее мероприятие можно считать удачным? Конечно, удачный. Сегодня собрались, как бы сказать, ученые, политики. С одним словом, можно сказать, свет нации собрался здесь. Хороший меценат, вот, поддержались такие влиятельные люди. И думаю, это первый такой удачный шаг. И идея Чингиза Айтматова воплощаете, да? Не, это не идея Чингиза Айтматова. Вообще идея, это моя идея. Так. А он просто вот этот мне помогал, поддерживал, и это он завещал. Вот завещание мое, говорит, чтобы двинули вот эту идею. А так получается, я смотрю, что-то его идея, я как будто исполнитель все. Это не так. Идея моя. А он поддержал. Он оставил как завещание ледников, унаследовал нашим потомкам. Действительно, сегодня экологическая и ледяная проблема не только центральноазиатские проблемы, это проблема мировые. Да, мировые сейчас вот смотрите, в отличие вот это же есть разнополюсные ледники есть, южные и северные полюса. А это материковые ледники, где близко живет человечество. Вот, например, Центральная Азия, вот она геополитически находится где? В сердцевине Евразиатского континента, далеко от мировых океанов. И для вот этого региона привозную воду пить это немыслимо. Единственные водонаборочные башни, это считается ледники. Это с одной стороны, как геополитические особенности. А с другой стороны, в Центральной Азии есть историческая миссия. Если верить гипотезам мировых ученых, что Земля была покрыта 50 раз, оледенение было на Земле, и последний из которых был в одном случае, говорит, 12 тысяч лет, в другом 30 тысяч лет, оставшаяся часть населения прибегли к Центральной Азии. Вот здесь не осталось под льдом. И вот здесь человечество выживало. Вот когда сошло лед, обратно отсюда по земле ушли за поиском хорошей жизни. Вот за это и считается Алтайский край Российской Федерации Центральноазиатского региона золотой колыбелью человеческой цивилизации. Вот мы сейчас, человечество интенсивно ищет на Марсе, на Луне, вообще во Вселенной. Мы их поддерживаем. Но мы же опробованную землю предлагаем. Эта земля же когда-то служила пристанищем для человечества. И почему забыть об этой земле? Поэтому мы просим об объявлении регионов вневоенных конфликтов именно вот эту землю. И чтобы сюда инвестировали, мы должны приводить ее в надлежащий порядок. Вот у Чингиза Төрекуловича же есть, вот многие задаются вопросом, а зачем, говорит, если земля покроется водой? А у Чингиза Төрекуловича, вот знаете, есть такой пес, бегущий краем моря. Там на большой воде, без воды, умирает трое, за одну каплю воду, вот этот крест, и он еле выплывает до берегов. Вся вода же не питьевая же, земля окутана 72% водой. С них всего лишь 10-15% это пресная вода. С них 0,1-0,2% это пресная вода. Вот дело в том, что пресная вода не кончается. Одним словом,
Нам, жителям планеты, надо бороться. Одним словом, начать экологическую политику. Вот я предлагаю в Центральной Азии начать экологическую политику именно. Экология обязательно должен иметь место вот в этой политике. Это повседневная тема должна быть. Да. Даже мы, помнится, предлагали в ООН заменить слово «гражданин» на слово «эколог». Уже не гражданин, а должен быть каждый экологом. Значит, долго работать надо. И открыть экологический институт, академию, диссертацию. Вот, спасибо вам, провели сегодня такое красивое мероприятие. ТИКа провела тренинг по 3D-моделированию в Кыргызстане. Сертификаты были вручены стажерам, прошедшим курс «Базовое обучение 3D-моделированию и 3D-принтерам», представленный представительством Турецкого агентства сотрудничества и координации ТИКа в Бишкеке. Церемония состоялась в культурном центре имени Чингиза Айтматова в Национальной библиотеке. В сотрудничестве с агентством базового профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызстана ТИКа подготовила инструкторов по базовому обучению 3D-моделирования и 3D-принтерам в Бишкекской 98-й профессионально-технической школе. В течение двухнедельных курсов в общей сложности 42 человека прошли базовый и продвинутый курс по 3D-дизайну, а также по использованию и обслуживанию 3D-принтеров. В своем выступлении заместитель руководителя агентства по базовому профессионально-техническому образованию отметил, что, по его мнению, преподаватели, которые посещали учебные курсы ТИКа, имели опыт обмена полученной информацией. Помощник директора, инструктор профессионального училища при Кыргызско-турецком университете Манас Гульмира Аджугулова произошло очень хорошее событие, которое в дальнейшем, я думаю, даст хороший толчок улучшению взаимоотношения именно по образованию между Турецкой республикой и Кыргызской республикой в плане развития системы начального профессионального образования. Мы знаем, что Турция всегда помогала нам в этом направлении, особенно в развитии профессионального образования по туризму, в строительстве. Но вот в этой именно сфере, в IT-технологиях, это происходит впервые. Именно эта специализация, я считаю, специализация, она очень сегодня нужна. На рынке труда очень много требуется именно специалистов по 3D-моделированию. Мы отобрали несколько учебных заведений, которые успешно на сегодняшний день готовят кадры по IT-технологиям. И как раз эта специализация по проектированию 3D-моделей, она очень была необходима для нас, для выстраивания дальнейшего развития этой специализации. И цифры не зря говорят, что желающих стало, мы рассчитывали желающих 25, а оказывается записалось, и вы с помощью агентства ТИКи обучилось 46 человек за короткий период. И я думаю, что этот интерес как раз дает доказательство, что именно эта специальность, выбранная именно ТИКой, да, она сегодня востребована на рынке труда для молодого поколения. Вот, и мы постараемся, агентство начального профессионального образования постарается, чтобы именно этот полученный опыт продолжил передаваться уже в другие учебные заведения. Я хочу вам сказать, что в учебных заведениях начального профессионального образования есть 10 учебных заведений по IT-технологии, как IT-кластер по всем регионам республики. Мы в дальнейшем думаем вот эту модель
модуль, вернее, да, распространить уже вот в этих учебных заведениях, эти кластеры. Эффект очень хороший, отзывы учащихся наших сотрудников в лицеях очень хорошие. Осталось только теперь его сформировать внутри нашего учебного процесса. Они могли присвоить это знание? В течение сколько дней они получили? Они получили в течение 2 недель. Но я знаю, что это вообще специально сдается за больший срок. Я думаю, просто это было интенсивное. Да, это просто называется интенсивные курсы, укороченные курсы, да. Но если серьезно подойти уже, да, для того, чтобы уже присвоить квалификацию, конечно, нужно, я думаю, не менее 3 месяцев, допустим, обучиться. Но, по крайней мере, они сегодня узнали, ознакомились с этим проектом. Да, этот проект, значит, как работать с этим 3D-принтером, да, они сегодня уже, это просто им дает толчок для дальнейшего развития именно этой специализации. Спасибо большое. Мирим Тугамбаева, являюсь заместителем директора по учебной части 98-го лицея. А сегодняшнее мероприятие, что дало? На нашей базе 98-го лицея прошел курс базовый по 3D-моделированию и использованию 3D-принтера. Данный курс – это веление времени, новые технологии, новые тенденции. Курс длится 2 недели. И преподаватели с регионов, преподаватели профессиональных лицеев повышали свои квалификации в области 3D-моделирования. Надеемся, что на этом не будем останавливаться, будем двигаться вперед, будем внедрять новые профессии по использованию 3D-принтера. Сколько студентов принимают участие? Программа прошла в 3 потока, где-то 42 студента обучились. Не из вас. Систему профтехобразования прошли обучение 16 человек. В дальнейшем вы собираетесь продолжать сотрудничество? Хотелось бы поблагодарить агентство ТИКа за организацию по обучению 3D-моделирования. Огромное спасибо хотелось бы выразить и агентству начально-профессионального образования. При содействии таких компаний было организовано такой курс, и мы хотим продолжить по 3D-моделированию в дальнейшем, и по другим направлениям тоже. У вас в лицее это впервые проводится, да, такие курсы? Это впервые у нас в лицее проводилось. Спасибо. Спасибо.
Они учились вместе и закончили в 1980 году среднюю школу имени Макаренко в городе Сюлюкта Баткенской области. Ежегодно Исманали Карабаев, генеральный директор ОСО «Кызылбулак», поздравляет своих одноклассниц с праздником весны. Этот год не стал исключением. И на этот раз Карабаев обратился к своим школьным подругам с наилучшими пожеланиями через нашу программу «Мост дружбы». Дорогие, милые дамы, самые очаровательные и непредсказуемые создания, поздравляем вас с Международным женским днем. Желаем вам чудесных дней, наполненных радостными событиями, красивыми словами, любовью и душевностью. Пусть ваши желания всегда исполняются. Близкие окружают вас теплом и нежностью, заботой и безграничным вниманием. Счастья вам, прекрасные дамы, и пусть оно не заканчивается.